Всем привет! Я Ваня Завьялов, и вы смотрите проект «Дети-герои». Готовы к новым знакомствам? Тогда поехали! Наш проект о детях, совершившие настоящий подвиг, спасли жизнь человека, помогли расследованию, не остались равнодушными к чужой беде. Также героями нашего проекта становятся ребята, которые совершают подвиг каждый день, побеждая свой недуг. Наши герои – герои не на словах. У всех есть медали, грамоты, а самое главное – любовь и признание близких. Сегодня нас ждет увлекательное знакомство сразу с двумя героями. Они, как и остальные участники нашего проекта, отважные и храбрые, несмотря на свой юный возраст. Меня зовут Алина Абдуллина, мне 11 лет. Я спасла из пожара 6 детей. Меня зовут Илья Габдуллин, мне 10 лет. Я спас утопающего мальчика. Алина и Илья – одни из самых юных участников нашего проекта. Может быть, именно поэтому они скромны и немногословны. Но мы нашли подход к каждому. Для начала я познакомлю вас с Алиной. Девушка живет в селе Мраково Кугарчинского района. Здесь про ее подвиг знает каждый. Пожар случился 28 августа. У нас в гостях были двоюродные братья и сестры. Дома не было Адели, нас было 6. Как говорит наш герой, все произошло настолько быстро, что дети даже испугаться не успели. В тот день Алина была дома за старшего. Я оставалась за старшую, потому что родители были на работе. Ислам с Наилем были на веранде, а мы все четвером были дома. Наиль играл со спичками, хотел сделать костер, и веранда загорелась. Ислам начал кричать, что пожар. Я почувствовала запах и вышла на веранду. Как вы уже поняли, друзья, пожар произошел по вине детей. Неосторожное обращение с огнем привело к страшной беде. Я зашла домой и сказала всем, что в веранде пожар. Мы все вышли на улицу. Айнур еще и сандалики успел с собой взять. Мы все убежали в огород, потому что во дворе был очень сильный дым. Когда мы вышли на улицу, я забыла взять телефон. Я зашла за ним, чтобы позвонить маме. Когда я выходила, веранда уже горела. Я сказала: мама, беги быстрее домой, дом горит. Не помню, что мама сказала, но она приехала быстро. Друзья, повторение – мать учения. На миллион раз говорили в школе, играть с огнем нельзя, ведь пожар безжалостный и за считанные секунды может унести жизнь дорогих нам людей. Герой – это отважный человек. Но мне подарили 2 медали. Одна медаль за отвагу на пожаре, а одна за доблесть. Алина – ученица 5 класса башкирской гимназии села Мраково. В классе вместе с ней учится ее брат-двойняшка. Да-да, Алина старше Айнура всего на 10 минут. Именно поэтому вся ответственность лежит на ее хрупких плечах. У нас семья большая, 4 детей. Мы с Айнуром двойняшки, я старше его на 10 минут. Но я выше его, он меньше меня. Он мальчик и чуть-чуть хуже меня учится. У меня еще сестренка и братишка. Есть у нашей героини увлечение. Алине нравится выжигать по дереву. Однако застали мы ее на кружке по бисероплетению. На кружок бисероплетения я только что начала ходить. Но мне там нравится делать там всякие поделки из бисера, плести. У меня сестренка уже давно ходит, и я решила тоже с ней ходить.
Алина – старший ребенок в многодетной семье. Может быть, именно поэтому она чувствует большую ответственность за ближних. А наш следующий герой Илья Габдуллин – единственный ребенок. Однако он тоже не остался равнодушным к чужой беде. Мы ездим часто в походы, там, в пещеры, на горы. Иногда просто в поход едем отдыхать. Было день рождения турклуба. Было жарко очень, вот поэтому там все купались. Там был настолько горячий песок, что там просто нельзя было наступить. Мы купались на реке Сина с детьми, и вдруг я заметил, что мальчик тонет в воде. Я подплыл к нему и вытащил его за руку. Когда он оказался на суше, я сказала, все нормально. Он сказал да. За свой героический поступок Илья получил грамоту и медаль от турклуба «Авантюра». Также он является участником проекта «Искорки Башкортостана». Герой – это не тот, кто совершил поступок, а тот, кто просто помог человеку или протянул ему руку помощи. Но для меня это было просто не как героизм, когда я спасала этого мальчика. Просто было как обычное плавание в реке. Илья спас жизнь мальчику по имени Рома. В турпоходе, где отдыхала семья Габдуллиных, было много народу. Однако только Илья заметил, что 6-летний мальчик заплыл слишком далеко. Для взрослого человека вода по колено, а для Ромы оказалась слишком глубоко. Потом, как я услышала, его мама просто запретила в речку лезть, пока она ушла ненадолго. А он не послушался ее и залез в речку. И так начал тонуть. Мне было где-то по подбородок, вот так. А ему где-то было вот здесь сюда. Илья очень серьезный парень. За все время съемок ни разу не улыбнулся. Среди друзей и одноклассников Илья пользуется уважением. Мальчик учится на 5 и всегда помогает друзьям. Я с ним учусь с 1 класса. Он очень хороший, занимательный, отвечает на вопросы по математике, всегда дружит с друзьями, никогда не балуется, всегда поддерживает нас, весь класс. Мой любимый предмет – это математика и физкультура. Математика мне нравится лучше, потому что она, мне кажется, легче, а физкультура, потому что мы часто играем с мячом, играем в баскетбол, иногда в футбол. Мне нравится учиться в моей школе, потому что даже в Уфе нет такой школы, как у нас здесь. В нашем классе учатся 18 человек. Наша школа – ассоциированная школа ЮНЕСКО. Больше 600 детей, и они приезжают сюда из других деревень. У нашего героя Ильи есть еще одно очень интересное увлечение. Лично я впервые вижу такие вкусные картины. Покажу-ка и вам. Вот эти картины, вот это и вот эта картина, мы делали их в Дом творчества. Фасоль, рис, гречка. Это я подарила на мой день рождения. Вот это из риса, гречки, гороха, пшеницы. А больше всего мне нравится вот эта картина, которую я сделала первый раз. Она сделана из гречки, арбузных семечек, макарон, тыквенных семечек, риса. А его я делал примерно 4 дня. 4 занятия. Для того, чтобы сделать эту картину, мне понадобилось терпение и ловкость рук. Дома у Ильи настоящий зоопарк. Когда наша съемочная группа приехала к нему в гости, герой познакомил нас с каждым пернатым и мохнатым другом семьи. Это наши хомяки. У них есть кормушка для еды, для воды, и также у них там есть колесо. Моих хомяков зовут Стивен и Сегал. Кроме Стивена и Сигала, у Ильи живут еще попугаи. Сейчас и с ними познакомимся. Синий – это Кеша, это мальчик. А вот эта зеленая, вот она, это Жуля. Мы их иногда выпускаем из клетки, и они летают по дому.
Когда попугаи летают, мы котов водим на улицу или на веранду, чтобы они не съели их. За ними ухаживать не так сложно. Хомяков надо только покормить и клетку почистить. Попугая то же самое, покормить, клетку почистить. Котов просто иногда покормить. В основном время они спят. А рыбок просто покормить. И на этом все увлечения Ильи не заканчиваются. Парень любит играть в шахматы и в шашки. Шахматы я уже играю с 1 класса. Но сначала не знала, как в них играть. Потом играл только шашки с мамой. И потом папа сказал: почему ты не играешь в шахматы? Давай тебя научу играть в шахматы. И вот так я научился играть в шахматы. Шахматы развивают логику мышления и продумывание ходов. Но раньше она всегда меня выигрывала почти что. Теперь да. Фук. Где? В этой партии выиграл Илья. Мама нашего героя признается, что очень гордится своим сыном. Илья подошел, рассказал, говорит: мам, я из воды, говорит, мальчика вытащил. Я такая: ну молодец, и дальше пошла. Я значения не придала. Он молодец, молодец, и все. Все эмоции переполняют, чувства вот эти вот. Все-таки есть что вот гордость. Вот такие у нас герои. И Алина, и Илья стали для нас настоящим примером. И в конце программы, как того требует традиция, мы зададим им главный вопрос: кем хотят стать наши герои в будущем? Я хочу стать юристом, потому что много зарабатывают, и мне интересно просто изучать законы. Я желаю всем, чтобы все также помогали друг другу, никогда не бросали никого и не предавали. Всегда нужно помогать друг другу и ценить. Всем телезрителям я бы хотела пожелать, чтобы у них было все хорошо, чтобы были аккуратными и не играли с огнем. Вот и подошел к концу наш очередной выпуск. Сегодня я познакомил вас с Алиной и Ильей. Мы не перестаем удивляться их отважным поступкам и говорим каждому: ты настоящий герой.